В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Итоги дня». В студии работает Кристина Якупова. Здравствуйте, смотрите сегодня в программе. Заместителю мэра города Якутска и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Беспокойное соседство. Жители промышленного округа в Якутске против возведения автозаправочной станции. Высокая концентрация радона. В Алдане этим летом в школах и садах заменят вентиляционную систему. Более 50 случаев укусов клещей зарегистрировано в Якутии. Часть паразитов отправлены на исследования в лаборатории. Акция «Чистый берег». Якутский водоканал запустил всероссийское экологическое мероприятие по уборке прибрежных территорий водоемов. Чемпионат мира по шашкам стартовал в Якутске. 16 спортсменок из 9 стран мира поборются за звание лучшей. Заместителю мэра города Якутска и его сообщникам предъявлено обвинение в получении взятки. Василий Гоголев, курируя вопросы капитального строительства в городе Якутске, получил от компании «Строй Академия» взятку в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве жилого комплекса. Взятка получена через посредников в пользу строительной фирмы «Утум Инвест», владельцем и учредителем которой являлся сам Гоголев до сентября 2018 года. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Вопрос упразднения поселка Нагорный Нерюнгринского района рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Госсобрания в июне. С такой инициативой выступили жители поселка Золотинка. Причина – отсутствие постоянно проживающего населения и фактическая утрата функций административно-территориальной единицы. Пленарное заседание парламента Якутии назначено на 18-19 июня. На территории промышленного округа в Якутске началось строительство АЗС. Жители категорически против такого соседства. Законно ли возведение? Разрешительные документы были выданы заммэра Василием Гоголевым, который сейчас находится в СИЗО за коррупционные махинации. Сюжет Сусанны Рожиной. Жители промышленного округа жалуются на начало строительства АЗС, которое буквально прилегает к их дому и к детской площадке. Они намерены добиться отмены строительства и недоумевают, на каком основании были получены разрешительные документы. Мы только в пятницу вечером узнали, что здесь будет АЗС. И то это случайно так получилось. Строительство заказчик Сибойл, а подрядчик Артек, по-моему, называется. Мы так не оставим. Сегодня мы пойдем с этим разрешением в прокуратуру. Мы сегодня пойдем в Следственный комитет. Мы связались с генеральным директором компании «Сибойл» и по совместительству с депутатом городской думы Сергеем Чешных. И вот что он нам сказал по телефону. К сожалению, бесплатно проекты не делают. К сожалению, экспертизу в нашей стране бесплатно не делают. То есть эти все вещи, это платные вещи, скажем так, за которые предприятие заплатило. Сейчас оснований, каких-либо, их просто нету, чтобы там, скажем так, взять и закрыть этот проект. В данной ситуации мы видим явный конфликт интересов жильцов и бизнеса. Разрешительные документы были получены компанией «Сибойл» в апреле текущего года сроком до октября. Как сообщили в мэрии, земля под АЗС была реализована на торгах еще весной прошлого года. В январе 2018 года окружной администрацией был организован и проведен аукцион на право заключения аренды. Этот аукцион у нас признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Окружная администрация рассмотрен вопрос повторно. Мы выставили аукцион в апреле месяце. У нас поступила единственная заявка, это от Сибойла. Арендная плата годовая составляет 2 106 000. Данный земельный участок расположен на территориальной зоне П3. Это производственные базы. Данная территориальная зона позволяет использовать такие виды, как размещение автозаправочных станций, в том числе бензиновых и газовых. В сегодняшний день в соответствии с граддокументацией данный земельный участок позволяет размещение данной заправочной станции. Но после возмущения жителей инициирована служебная проверка мэрии.
Исполняющим обязанностям заместителя главы Евгением Григорьевым Департаменту градостроительства поручено провести проверку в части правомерности выдачи данных разрешений на строительство, полное соответствие данного объекта. И по итогам данной проверки у нас будет принято решение окончательное, вплоть до, может быть, отзыва разрешения на строительство. Может ли автозаправка располагаться так близко к жилым домам и социальным объектам? Автозаправочные станции, согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации от 2007 года, предусмотрена охранная зона в радиусе 100 метров. Жители просят отозвать разрешение. В этом случае полномочия имеет только администрация столицы. Сама администрация, если увидит, что именно процедура выдачи разрешения на строительство нарушена, то администрация может сама отозвать разрешение на строительство. Либо и обратиться в наш орган, Управление государственного строительного надзора, поскольку мы осуществляем контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления, с фактами о том, что действительно был нарушен порядок выдачи разрешения на строительство. И если мы при проверке, проверка обязательно согласуется с прокуратурой республики, если мы в ходе проверки выявим действительно нарушен порядок выдачи разрешения на строительство, тогда мы даем предписание об отзыве такого разрешения на строительство, выданного с нарушением законодательства. Как все-таки удалось получить разрешительные документы и положительное заключение независимой экспертизы компании «Сибойл», предстоит еще выяснить. А пока жильцы дома бегают по инстанциям, пытаясь добиться отмены строительства. Между тем строительные работы продолжаются. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Федеральные дорожники завершают работы по обеспыливанию трассы Лена. Ежегодная обработка гравийно-щебеночного покрытия солевыми растворами проводится с целью улучшения видимости на участках с переходным типом покрытия. При проведении работ дорожники применяют раствор технической соли, абсолютно безопасный для окружающей среды. К концу текущего месяца 213 километров федеральной трассы Лена будет обработана вышеуказанным раствором. Расход соли на 1 километр дорожного покрытия составляет более 4 тонн. А вот в Якутске пыли на тротуарах и улицах не становится меньше. Белые кроссовки и открытые окна в машине – роскошь не для нашего города, уверены жители. Работы по сбору пыли начинаются в мае, но что является основным ее источником, разбиралась Юлия Великодная. Теплые летние месяцы позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, но не со свежестью ассоциируются прогулки у пешеходов, а с пылью. Да и автомобилистам приходится несладко. Стоит открыть окна, и салон мгновенно покрывается неприятным слоем. Как вы считаете, у нас пыльно в городе? Именно здесь, да. А во всем городе получше? Получше, там-то асфальтировано. Пыль сильно летит, у нас прямо дома все в пыли, пол весь в пыли. Кондиционером предпочитаю. Это почему? Ну, пыльно очень из-за этого. Пыльно для пешеходов? Да, пыльно. Да, очень пыльно. Пыльно? Поливают периодически дорогу. Источник у пыли один – открытый грунт. Основной объем загрязнения города исходит от дорог, которые еще не заасфальтированы. Многие улицы в этом году уже будут сделаны. Такие как Петра Алексеева, Жарницкого, Хатынурякское шоссе – это основные как раз источники пыли, где у нас грунтовые дороги. Но техники хотелось бы, конечно, побольше, чтобы она была задействована в городе. В любом случае город растет, развивается, улиц становится больше, дорог больше, площади больше. Что касается песка, единственного подходящего для нашего региона противогололедного вещества, его дорожники собирают в первые весенние месяцы. Ежедневно специализированная техника пылесосит, подметает и поливает городские дороги и тротуары. Круглосуточно работают бригады и 30 оборудованных автомобилей. С помощью щеток она выковыривает песок из-под бордюров и уже в пылесос затягивает вовнутрь в бункер. Объем бункера у нее 6,5 кубов, и за смену примерно 3 раза получается наполнить его, вывозится это на свалку. По словам коммунальщиков, предусмотрено в Якутске и вымывание дождями земли из зеленых зон. Верхние слои ежегодно снимаются, чтобы земля не стремилась на дорогу. Это значит, город освободится от пыли после покрытия всех грунтовых улиц асфальтом. Юлия Великодная, Павел Пахомов, Якутск.
Комплекс работ, которые будут произведены этим летом в алданских учреждениях образования, предусматривает установку вентиляционных систем в детских садах и школах. На территории района имеются немалые запасы урановых руд. Подробнее в сюжете Татьяны Вахниной. На очередную тренировку в теннисный корт прибыли представители территориального отдела Роспотребнадзора по Алданскому району. Специалисты делали замеры воздуха на содержание радона. Результаты показывают, что превышение радона в воздухе теннисного корта, спортзала в 2 раза. На территории Алданского района имеются немалые запасы урановых руд. Радон – инертный газ, образующийся в результате полураспада урана. Поступает в воду, также он содержится в атмосфере. При отсутствии проветривания радон имеет свойство накапливаться. В высоких концентрациях продукт полураспада может быть небезопасен. Радон у нас присутствовал здесь всегда, и в воздухе, и в воде. И, по крайней мере, раньше из воздуха его можно было из помещений удалить обыкновенным проветриванием, да, но в зимнее время имела такая особенность, что он накапливался в цокольных этажах, в подвальных помещениях. Первый сигнал о содержании радона в воде поступил в Роспотребнадзор Якутии в прошлом году. Инертный газ в системах водоснабжения выявлялся не повсеместно. Скважины, в составе воды из которых концентрация радона оказалась высокой, были закрыты. Рекомендации о принятии соответствующих мер органам исполнительной власти и теплоснабжающим организациям дали специалисты Республиканского Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ и энергетики. Раз здание уже существует, значит, нужно решать тут проблемы уже существующих зданий. Да? Поэтому мы предлагаем радоновые колодцы, так называемые. Да? Эта технология была придумана финнами. В цокольных этажах алданских школ ранее проходили уроки и велась внеурочная деятельность. Сейчас кабинеты пустуют. Инертный газ накапливается в основном в подвальных помещениях. Как пояснил заместитель главы администрации района Игорь Сахно, прекращение занятий в цоколях явилось частью мер безопасности. В течение летней ремонтной кампании предпримем ряд мер для того, чтобы в следующий учебный год сократить содержание радона до минимума в наших учреждениях. В настоящее время идет ремонтная кампания. В комплексе работ в учреждениях образования предусмотрена установка вентиляционных систем. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Выполнение капитального ремонта в регионах будет учитываться при оценке достижения национальной цели. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. Он отметил, что капремонт будет учитываться в ряде показателей. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из 4 федеральных проектов: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 триллион рублей. А вот жители Якутска стали чаще жаловаться на некачественный и несвоевременный капитальный ремонт своих домов. Наш корреспондент Денис Тишин проехал по нескольким проблемным адресам Якутска и узнал, сколько денег расходуется на проведение капремонта в отдельно взятом доме. Сейчас вот бежит канализация. Наш телеканал уже рассказывал о плачевном состоянии дома 30/1 по улице Ярославского. Грибок на стенах, ветхая кровля и изношенные коммуникации. В прошлом году в доме начался капитальный ремонт. Однако проблем у многострадального дома и его жителей меньше не стало. Скорее наоборот. Здание продолжает медленно, но верно разрушаться. В доме входить невозможно. Ни ступенек нету, электричество на голову. Вся вода, и дождевая, и снег, и все. Все на голову бежит. Мало из-за того, что все время преет все, да, все поросло у нас уже плесенью. Жильцы дома всерьез опасаются за свою жизнь. Куда только они не обращались. В управляющую компанию, фонд капитального ремонта, наконец, в жилищную инспекцию. Но в ответ слышали только одно – денег нет. Обращалась в 2016 году жилстрой.
там Чусовская была. Мне дали ответ, что, ну, отписали как бы в капремонт. Потом обращалась непосредственно к Пермякову самому. И Пермяков тоже отписал в связи с тем, что нет финансирования. Ну и все, и на этом как бы у нас все кончилось. Нет финансирования, не можем ничего сделать. Еще один проблемный дом расположен на проспекте Ленина, в 2 шагах от окружной администрации Якутска. Его жители жалуются на ужасное состояние фасада и затягивание сроков проведения капитального ремонта. Как вы видите, дом значит, снаружи весь уже обшарпанный, штукатурка вся обваливается. Ну, в общем, и много очень трещин. Мы не понимаем, почему нас из плана выкинули этого года, говоря о том, что кому-то там где-то еще нужнее, чем нам. Но если вот это дом по улице Ярославского, 30/1, с которого мы в одной связке бежали в 2018 году, у них был капремонт и у нас, то им почему-то делали опять через 4 года внешне, так сказать, пудрили этот дом, а наш так и остался. Сегодня он не производит впечатления, что тут произведены какие-то очень хорошие капитальные работы. В управе Центрального округа Якутска нам сообщили, из-за нехватки денежных средств фасад здания начнут ремонтировать в 2020 году. Мы будем отстаивать точку зрения наших жителей и думаю, что мы проведем этот ремонт фасадный, будем вносить заранее, значит, в планы. Он уже стоит на 2020 год, поэтому я думаю, что вопросы мы эти решим. В региональном фонде капитального ремонта признают затягивание сроков ремонта и недобросовестность отдельных подрядчиков, но объясняют это объективными причинами. Сегодня в фонде капитального ремонта всего 4 инженера по строительному контролю. А домов 826. Это 2019 год. Вы можете себе представить, да, какая нагрузка ложится на этих инженеров. Мы решили узнать, как расходуются взносы жителей на капитальный ремонт на примере дома 7/2 по проспекту Ленина. Согласно данным регионального фонда капитального ремонта, за 5 лет с 1 июля 2014 по 11 июня 2019 года с жильцов собрали около 1 миллиона рублей. При этом затраты на проведение ремонта в 2018 году составили 7,5 миллионов рублей. Из них 3 миллиона направили из республиканского бюджета, остальные из средств фонда капремонта. Эти деньги пошли на замену инженерных коммуникаций, а также ремонт крыши и фундамента. По информации регионального фонда капитального ремонта, в этом году только в Якутске запланирован ремонт в 225 многоквартирных домах. Однако из-за нехватки финансирования проводить необходимые работы будут только на 65 объектах. Остальные отремонтировать не раньше 2020 года. Денис Тишин, Георгий Охлопков и Дилустан Иннокентьев. Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Более 50 случаев укусов клещей зарегистрировано в Якутии. Часть паразитов отправлены на исследования в лаборатории. Чемпионат мира по шашкам стартовал в Якутске. 16 спортсменок из 9 стран мира поборются за звание лучшей. Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24», и мы продолжаем. Гражданам с 2020 года могут начать предоставлять социальный налоговый вычет по НДФЛ при покупке назначенных врачом лекарств, если потраченная сумма не превышает 120 тысяч рублей. Соответствующий закон планирует рассмотреть Совет Федерации. Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарств, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь на медикаменты, включенные в утвержденный правительством страны перечень. 51 случай укуса клещами людей зарегистрировано Роспотребнадзором с начала сезона. Больше всего инцидентов произошло в Ленском районе – 13 случаев. Далее идет Якутск – 9, Алданский район – 8, Нерюнгринский – 6 укусов. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом и крымской геморрагической лихорадкой не выявлена. Однако в лаборатории особо опасных инфекций Центр гигиены и эпидемиологии в Якутии исследовано 28 клещей, снятых с людей и собак. 5 клещей, снятые с людей, оказались положительными на вирус клещевого энцефалита. Якутский водоканал запустил всероссийскую экологическую акцию по уборке прибрежных территорий водоемов. Акция под названием «Чистый берег» пройдет под эгидой Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Более подробнее в материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова.
Водоканал Якутска в рамках старта всероссийской экологической акции провел субботник по очистке береговой зоны реки Лена в районе комплекса водозаборных сооружений предприятия. Сегодня вышло более 100 человек, это сотрудники водоканала. Я так думаю, где-то машин, наверное, 5 собрано уже мусора. Как отмечают сотрудники предприятия, нынче в этой зоне реки Лена мусора существенно мало. В основном они собирали железо и мусор, который остался после прохождения весеннего половодья. Ну, мы вот здесь раскопали, так сказать, залежи теплоизоляционного материала. Вот интересно, как он сюда попал. Анализируем и не можем сообразить, как это все. Просто горы залежей. Ну, естественно, конечно, еще попадает бревна, пиломатериал. Теперь подобные акции должны пройти по всей стране. Эстафетную палочку наш регион передает Республике Бурятия. Сегодня Якутский водоканал становится как бы инициатором и стартующим предприятием, кто проводит первую акцию в этом замечательном цикле. Ну и далее уже после нас эстафету коллеги из Улан-Удэ, они уже будут проводить акцию после нас у себя. Нас поддержала Российская ассоциация предприятий водоснабжения и водоотведения. И вот с 24 по 26 июня будет водный конгресс общероссийский, где будет вот эта наша акция Якутского водоканала озвучена с тем, чтобы подхватили все. Тем самым Якутский водоканал хочет, чтобы жители нашей необъятной страны берегли воду. Ведь вода – это основной источник жизни на планете Земля. Дмитрий Темыров, Георгий Григорьев, Якутск. Западный межрайонный отдел рыбоохраны напоминает якутянам об ответственности граждан за незаконную добычу рыбы определенных видов. В настоящее время на рыбохозяйственных водоемах Ленского, Мирнинского и Алекминского района идет нерест весенне-летних нерестующих видов рыб. В этот период до 15 июня запрещено применение сетных орудий лова. Кроме этого, до 20 июня запрещено вылов тайменя, линка и хайруза всеми разрешенными орудиями лова. То есть даже удочками, спиннингами, закидушками, донками. Кроссфит-акция пройдет в Якутске ко Дню России. Федерация кроссфита Республики и профсоюзов студентов Северо-Восточного федерального университета проведут ее на стадионе «Юность» в 11 часов. Участникам предлагается закончить как можно больше раундов за 12 минут. Соревнования пройдут в категориях мужчины от 18 до 34 лет, мужчины старше 35 лет и женщины от 18 лет. Призовой фонд составляет 81 тысячу рублей. Стартовал первый турнир международного чемпионата мира по шашкам среди женщин. В Центре спортивной подготовки «Триумф» за титул чемпиона поборются 16 спортсменок из 9 стран мира, в том числе наши якутянки. Матрена Наговицына, Ксения Нахова и Наталья Шестакова. Всего за весь период чемпионата будет 15 туров до 23 июня. Подробнее в сюжете Руслана Варламова. 16 лучших спортсменок из 9 стран мира. Общий призовой фонд 20 тысяч евро. Ровно 2 недели Якутск станет столицей шашечного центра. Здесь проходит чемпионат мира по шашкам. Старт дан. На торжественном открытии состоялся пробный сеанс одновременной схватки гроссмейстеров с любителями шашечной игры. Помимо этого, познакомили их с историей развития шашек в Якутии. На данный момент они после обеда готовы выступить к данному чемпионату. Первые игры состоялись сегодня в 15 часов в Центре спортивной подготовки на основании предварительной жеребьевки, который был проведен до чемпионата, а также согласно общему правилу международной игры в первой половине турнира спортсменки играли между собой. Чемпионат будет проводиться по классической системе. Час 20 минут плюс 1 минута добавляется при выполнении хода. Круговая система, 16 участниц, значит 15 туров. Сегодня первый тур. За весь период чемпионата будет 15 туров до 23 июня. Спортсменкам дадут один выходной день для того, чтобы участницы могли чувствовать себя уверенно. Мы намерены показать им тоже вот красоту нашей природы, матушку реку Лена, Ленские столбы. Мы думаем, что наши участники посмотрят национальный праздник СЭХ.
Организаторы чемпионата перед составлением плана культурной программы провели предварительный опрос среди гостей и участниц. Многие пожелали посетить национальный парк Ленские столбы. Поэтому в один выходной день между соревнованиями участниц познакомят с культурой и традициями народа Саха. Руслан Варламов, Григорий Охлопков, Якутск. У меня к этому часу вся информация. О наиболее интересных и значимых событиях, произошедших в Мирнинском районе, расскажет моя коллега Марферина Алексеева. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Проведена проверка на соблюдение ценообразования на социально значимые товары города Мирного. Из 10 проверенных объектов торговли в 7 магазинах выявлено более 20 нарушений закона. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Проверка в сфере ценообразования продолжается. Озеленение улиц города Мирного продолжается. Ребята с трудового лагеря коррекционной школы-интернат посадили 20 берез в мемориальном комплексе Вилюйское кольцо. Каждое посаженное дерево именное. Ребята привязали к деревьям бейджи с сегодняшней датой и именем посадившего. В Москве там только в парках и в отдельных этих кварталах деревья. А тут прямо где ни пройди, тут везде зелено, везде красиво. Мне вообще это очень нравится. Где больше деревьев, там получается жизнь дольше. Потому что кислорода много, и углекислого газа мало. Муниципальные образования Западной Якутии представят свои проекты на инвестиционном форуме, который пройдет в Мирном 13-14 июня. Программа форума будет состоять из панельных дискуссий, круглых столов, деловых игр и секций, на которых будут обсуждаться механизмы реализации инвестпроектов в разных сферах. По итогам деловых секций планируется подписание не менее 15 соглашений о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций и реализации проектов на территории районов Западной Якутии. А на этом пока все. До новых встреч в эфире.